Итак, сегодня 10 августа 2026 года, 18 часов по Берлину, 19, соответственно, по городу Джохару. Друзья, вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Не пишите комментарии, которые могут вас как-то идентифицировать, и не распространяйте ссылку на наш стрим. Для вас это небезопасно. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы и давайте с удовольствием и полезно проведем, наверное, эти 1,5 часа. Сегодняшний свой стрим я назвал «Россия богоборец. Война против свободы, данной Богом». Об этом и многом другом давайте пообщаемся. Итак, слева. Так. Ну, хотя вначале здесь у меня в заставке YouTube это видео стояло, я хотел бы это видео дать вам прослушать. Дело в том, что Такер Карлсон, известный журналист, американец, говорит о том, что после 11 сентября 2001 года американцы думали, что все мусульмане враги, и была такая мощная пропаганда, и что он сам даже говорил про мусульман, про ислам такое. И вот он немножко, точнее, кардинально поменял свое мнение. Давайте послушаем. После 11 сентября, когда люди купились на ложь, об 11 сентября было много лжи, но итогом стало то, что американцев убедили, будто они в осаде со стороны мирового ислама. Будто миллиард людей хочет их убить. Я и сам так думал. И много раз говорил по телевидению, проблема в исламе, проблема в мусульманах. Они все хотят нас убить, они все сумасшедшие. Они все в этом безумном суицидальном культе, который Мухаммед создал в 7 веке. И я в это верил. Я поддался истерии, я в это верил. Так вот, это неправда. Но я в это верил. После 11 сентября, когда люди купились на... Все оказалось неправдой. Да, абсолютно верно, Такер Карлсон. Только для этого потребовалось 25 лет, и колоссальные войны, и потери были. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится. И одна надежда на то, что Соединенные Штаты Америки наконец-то вернутся в свое предназначение, данное им Богом. Ни меньше, ни больше, ни меньше. Именно так. Американцы, самая мощная страна в этом мире, она управляется Богом. Да, есть темные силы, которые пытаются мешать и всегда будут. Также будут всегда светлые силы, добрые силы. И вот США представляет именно такие силы. Но США совершила очень много ошибок. И я бы хотел поговорить на тему, зачитать вам один свой текст, который я уже опубликовал. Вы, наверное, его уже слышали, читали, может быть, кто-то. Так, а текст следующий. Шамиль Басаев. От защитника демократии до, в кавычках, глобального террориста и лицемерия мировой политики. В истории постсоветского пространства, изобилующей трагедиями и сломанными судьбами, едва ли найдется другой сюжет,
столь же демонстративно и болезненно обнажающие двойные стандарты международного права и безжалостность геополитического цинизма, как судьба чеченского народа и Чеченской республики Ичкерия. Чтобы в полной мере осознать масштаб этого колоссального правового и морального изъяна, достаточно сопоставить его с базовыми, казалось бы, незыблемыми принципами права вооруженных конфликтов. Представим себе гипотетическую, но абсолютно ясную в своей юридической оценке ситуацию, если бы в условиях нынешнего масштабного вооруженного конфликта вооруженные силы признанного суверенного государства, например, Украины, провели глубокий диверсионный рейд в столицу государства-агрессора. Если бы они захватили здание с гражданскими лицами, не причинив им вреда, и выдвинули строгие политические требования прекратить полномасштабную войну и геноцидальные действия. И если бы силовые структуры агрессора в ответ пошли на немедленный штурм, сознательно применив против комбатантов и собственных граждан токсичный химический газ неизбирательного действия, повлекший массовую мучительную гибель сотен людей, включая иностранных граждан. В этом случае международное право дало бы мгновенную квалификацию. Например, несмотря на то, что международное гуманитарное право, в частности, общая статья 3 Женевской конвенции 1949 года, запрещает захват заложников, политический контекст и статус комбатантов были бы учтены мировым сообществом. То есть статус комбатантов, в данном случае речь идет о чеченских бойцах и комбатантах. Применение химического оружия было безоговорочно квалифицировано как грубейшее военное преступление, вопиющее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, полный крах принципа пропорциональности, акт государственного вероломства и циничное посягательство на фундаментальное право на жизнь. Это неминуемо потребовало бы созыва экстренных заседаний международных структур, создания независимого трибунала, введения жесточайших санкций и привлечения виновных к прямой международно-правовой и уголовной ответственности. Однако, совершенно иначе, эта же самая глобальная система, на словах декларирующая приверженность демократии и защите прав человека, отнеслась к чеченскому народу иначе. Совершенно иначе. Правовой фундамент независимости Ичкерии был заложен отнюдь не в тиши кабинетов международных чиновников, а стал актом подлинного народного волеизъявления. Первым общенациональным съездом чеченского народа, прошедшим 23-25 ноября 1990 года в Грозном, ЧАСР СССР, тогда еще существовал СССР. Делегаты, избранные от каждой тысячи жителей, напрямую представляли волю всего чеченского общества, опираясь на закрепленное в статье 1 Устава ООН неотъемлемое право на самоопределение. Чеченцы провозгласили государственный суверенитет. Более того, в августе 1991 года, когда реакционные силы ГКЧП пытались вооруженным путем спасти рушащийся советский режим, чеченское руководство и будущие лидеры национального сопротивления, включая Шамиля Басаева, открыто встали на сторону демократических сил в Москве. Они рисковали жизнями, защищая Белый дом и выступая категорически против имперского реваншизма. Но благодарность империи оказалась вероломной. Едва подавив путч, вчерашние союзники по демократическому лагерю цинично отбросили все принципы свободы. Попытка задавить чеченский суверенитет стала прямым прологом к развязыванию жесточайшей войны, сопровождавшейся ковровыми бомбардировками, созданием пыточных концлагерей и массовым убийством мирных жителей. Логическим продолжением этой карательной политики и вершиной морального банкротства стала трагедия на Дубровке, Норд-Ост, в октябре 2002 года. Однако чудовищность этого события заключается не только в преступном применении боевого химического вещества при штурме, повлекшем мучительную гибель сотен заложников, оставленных без медицинской помощи. Истинный масштаб ФСБшного вероломства раскрывается в независимых расследованиях, прежде всего в материалах убитой позже журналистки Анны Политковской.
Ее работа убедительно показала, что сама диверсионная акция была в значительной степени инспирирована и направлялась российскими спецслужбами. В частности, Политковская придала огласке факты внедрения в группу захватчиков агентов ФСБ, таких как Ханпаша Теркибаев, беспрепятственно покинувший здание до штурма, которые координировали действия группы и обеспечили ее проезд в центр Москвы. Цель этой чудовищной операции под чужим флагом была предельно циничной – дискредитация чеченского сопротивления и лично Шамиля Басаева в глазах мирового сообщества. Превратить в восприятии Запада национально-освободительное движение, защищающееся от геноцида, и в составную часть глобального исламского терроризма. И этот кровавый спектакль, режиссерами которого выступало учреждение ФСБ, принес свои плоды. Вместо того, чтобы потребовать объективного международного расследования как самого факта провокации спецслужб, так и варварского применения химического оружия, унесшего в жизнь в том числе американского гражданина Сэнди Алана Букера, администрация Буша предпочла закрыть на это глаза. В результате преступного и сознательного применения российскими спецслужбами боевого химического вещества, производного фентанила, при штурме здания погибли все чеченские бойцы и более 130 заложников, которым намеренно не была оказана надлежащая медицинская помощь с целью скрыть состав примененного газа. Среди жертв, как уже сказал, этого государственного террора оказался и гражданин США Сэнди Алан Букер. Очевидно, что он стал той самой сакральной жертвой, которая была использована для дискредитации Шамиля Басаева. Вероятно, этот акт был именно для этого и запущен. Не только, конечно, для этого Россия, Путин, ФСБ много, после чего закрутила гайки после вот этой диверсионной акции. И здесь американская система продемонстрировала немыслимый цинизм. Русские спецслужбы убивают американских граждан химическим оружием, но Соединенные Штаты обвиняют в этом не тех, кто пустил смертельный газ, а Шамиля Басаева, который даже не находился в здании театра. На самом деле, как прямо следовало из заявлений и интервью Басаева западным СМИ, он дал строгий приказ командиру группы Мовсару Бараеву немедленно отпускать всех иностранных граждан. План состоял в следующем. Если в театре окажутся иностранцы, то они должны были связаться со своими посольствами, после чего дипломатические машины подъезжали бы прямо к дверям театра, а заложников передавали бы дипломатам буквально из рук в руки. Басаев настаивал на этом, четко аргументируя свою позицию: в противном случае русские убьют иностранцев при штурме, а всю вину за их гибель возложат на чеченцев. Именно этот циничный сценарий уничтожения людей российскими спецслужбами ради политической манипуляции и был в итоге реализован. А пророчество чеченского командующего сбылось в точности. Вместо того, чтобы потребовать объективного расследования и инициировать независимую токсикологическую экспертизу и наказать Россию за применение боевых отравляющих веществ против граждан США, Вашингтон предпочел замять этот инцидент. Трагедия была использована исключительно в геополитических целях. В августе 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл, стремясь выстроить альянс с людоедским режимом в Москве в рамках объявленной после 11 сентября глобальной войны с террором, подписал указ о внесении Шамиля Басаева в списки глобальных террористов. Это ангажированное, юридически несостоятельное решение, возлагающее вину на чеченскую сторону за гибель людей от российского газа, полностью проигнорировало истинный политический контекст национально-освободительной борьбы против геноцидального уничтожения целого этноса. Это наглядно продемонстрировало, что для постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые высокомерно считают, что именно они единолично правят этим миром и плюют на международное право, судьбы народов не имеют ровным счетом никакого значения.
их жизни, достоинство и право на защиту от имперской агрессии без колебаний приносятся в жертву, когда перестают соответствовать политической конъюнктуре. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 8 августа 2026 года. Вот такая вот интересная вещь. И есть у меня здесь в Ютубе этот текст, и этот текст, который я вам сейчас прочитал, и есть еще один интересный такой эксперимент, я вам предлагаю провести. Скопируйте этот промпт, который у меня есть в YouTube, он есть в Facebook, он есть у меня в X. Скопируйте промпт ниже, отправьте его в любой искусственный интеллект, Gemini, Claude или другой. Посмотрите, какой юридический ответ он даст, если анализировать ситуацию исключительно с точки зрения международного гуманитарного права. А затем сравните этот ответ с реальной историей, как США квалифицировали действия чеченцев при захвате театра на Дубровке, Норд-Ост, и как юридически отнеслись к Шамилю Басаеву. Насколько эти оценки соответствовали международному праву, а насколько отражали пророссийскую политическую интерпретацию событий. Проверьте сами, скопируйте промпт целиком и отправьте его любому ИИ. Затем напишите в комментариях, какой ответ вы получили. Ну вот, этот промпт у меня есть, я его весь зачитывать не буду. Это большой, длинный промпт. И вот такая вот ситуация, чтобы вы знали, да, чтобы было ясно. Вот такая вот вступительная, так сказать, часть нашего сегодняшнего стрима, потому что нам Россия предлагает отказаться от человека, Россия и теперь США, отказаться от человека, причем вымышленно, несостоятельно США предлагает, отказаться от человека, который пожертвовал всем, что у него было, ради того, чтобы защитить чеченский народ. Так вот, мы, чеченцы, он, конечно, не нуждается, он уже в раю, и он не нуждается в нашей защите, но мы нуждаемся в его защите. Поэтому чеченский народ никогда не предаст Шамиля Басаева и наших воинов, которые отдали свои жизни, отдали свое здоровье, погибали, получали ранения, защищая нас. Вот такие вот вещи, и мы должны знать. Да, меня могут сейчас обвинить там в пособничестве терроризму, там давно на меня всякое тут вешают и так далее. Но я категорически против любого терроризма, любых форм, тем более государственного, который проводит фашистская Россия. Я категорически против захвата заложников и так далее. Я правозащитник. И я считаю, что у Шамиля Басаева и у чеченских бойцов есть тоже права. Хоть и некоторые считают, что их у нас не должно быть. И им казалось, что если они растоптают нас, растопчут, убьют, что вот пройдет время, 20 лет, 30 лет, 50 лет, и все закончится, мы изменимся, станем там Васями, Петями, там какими-нибудь там другими людьми. Но это невозможно. Это как бы не сегодня это произошло, не в первый раз это произошло, что на нас кто-то нападает, кто-то хочет нас покорить, кто-то хочет нас переделать и так далее. Это невозможно. Невозможно по определению. По определению. Мы тысячи лет ведем борьбу за свою свободу, и, конечно же, мы ее будем продолжать всегда. А те такие люди, да, это было нарушение, это преступление, захват заложников. Я прямо об этом заявляю. Об этом говорит международное право. Но если их обвиняют в захвате заложников гражданских людей, то да, в этом можно их обвинить. Но их ни в коем случае нельзя обвинять в том, что они являются какими-то... Причем, знаете, как американцы внесли? Глобальный террорист. То есть он связан с Аль-Каидой. То есть глава Сирии, которого сейчас Трамп говорит, что он его назначил, хотя я думаю, он выдумывает, как обычно, он был в Аль-Каиде. Понимаете, это Аль-Каида устраивает всех. А Шамиль Басаев, который не имел никакого отношения к Аль-Каиде, может, какие-нибудь агенты там из Сирии, которых Трамп там назначает главами Сирии, может быть, агенты России, заходили под видом Аль-Каиды, там, ИГИЛ, МИГИЛ, там, ИГИЛ тогда еще не было, кажется.
то ну, мы, чеченцы, не имеем никакого отношения к глобальному терроризму. То есть наше правительство, может, какой-то отдельный чеченец старается там примкнуть, там, попавший на пропаганду, которую ему навязали. Но наше правительство, наша военная составляющая нашего государства, они никак не связаны ни с каким глобальным терроризмом. Глобальный терроризм — это Путин. Почему-то Путина никак внести не могут никакие списки, а встречаются с ним на Аляске. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, друзья. Так, давайте почитаем еще комментарий. США — святые силы. США созданы, я считаю, это мое мнение, созданы на божественных началах, на божественной основе. Да? Это не то, что Бог спустился с неба. Это значит, туда закладывались божественные. Свобода, равенство, справедливость, демократия, разделение властей. Обязательно. Военные не могут узурпировать власть. Военные. Так было в Римской республике, когда она превратилась в Римскую империю. И сейчас, кстати говоря, это тоже может произойти. Но по факту США, и почему оно такое мощное, сильное, и Бог дал им такую возможность стать самой мощной державой на этой земле. Именно потому, что они избраны Богом. Именно это государство. Но как только они отходят от божественных законов, они вернутся к своему состоянию и не будут. Потому что Бог так делает в истории очень часто, когда зазнаются, начинают нарушать заповеди Божьи, то их опускают на пятую точку, и другим передается эта сила и власть. И США пока, да, там есть большие проблемы, но эти проблемы, по всей видимости, они решаемы, и само общество воспитано так, что оно за справедливость, то есть за божественные начала. Понимаете, о чем я? Как-то так. Так. Давайте почитаем, что у нас в ТикТок. ТикТок. Как белорусские партизаны молчат днем. Почти 100 человек смотрят, и все молчат днем. Ну ладно. Пойдемте дальше тогда. И именно поэтому Россия, кстати говоря, является богоборцем. И именно поэтому она враг США. Хотя не для всех она там враг, как выясняется, к сожалению. Да? Вот такие вот вещи. И то, что сейчас Украина борется. Украина тоже абсолютно на божество. Вот сейчас то, что она делает, Украина, она делает то, что ей велит Бог. Она борется за свободу, за свое достоинство, за свое будущее. И эти люди на святой, да, если вот, говорить это исламскими терминами, то это украинский джихад. То есть они ведут свою борьбу за защиту. Не всемирный джихад, не путать с всемирным джихадом. Джихад есть, два вида джихада есть в исламе. Большой джихад — это борьба с самим собой, когда ты борешься со своими слабостями. Это самый трудный считается джихад. То есть борьба, она есть и в христианстве, это борьба, по-моему, она есть и в иудаизме, обязанность защищать свою землю, своих братьев, сестер, свое достоинство, честь, свое имущество. И есть малый джихад, это уже война. Ну, нам объяснили, что все мусульмане хотят напасть на весь мир. Вот я вам сейчас дал только что прослушать Такера Карлсона. Давайте сейчас, чтобы это в контексте, может, кто-то новый к нам еще закрался и не слышал. Давайте дадим послушать еще раз, как американцев обманули. На них направили самолеты, их обманули, что миллиард или больше мусульман хотят убить Америку, враги Америки. Так представили, так их обманули. Они были не готовы к этому.
к этой пропаганде, к этой информации, которую на них взвалили. И ввязались они на 20 лет в Афганистан, и Ирак и так далее. Вот послушаем давайте еще раз Такера Карлсона. Я с некоторыми вещами Такера Карлсона не согласен, но вот в этом он высказывает позицию, точку зрения американцев. И, кстати говоря, он признается здесь, что он сам был тем пропагандистом, который призывал и осуждал мусульман, ислам и так далее. Тогда, ну, как говорится, лучше поздно. На ложь после 11 сентября, когда люди купились на ложь. Об 11 сентября было много лжи, но итогом стало то, что американцев убедили, будто они в осаде со стороны мирового ислама. Будто миллиард людей хочет их убить. Я и сам так думал. И много раз говорил по телевидению, проблема в исламе, проблема в мусульманах. Они все хотят нас убить, они все сумасшедшие. Они все в этом безумном суицидальном культе, который Мухаммед создал в 7 веке. И я в это верил. Я поддался истерии, я в это верил. Так вот, это неправда. Но я в это верил. После 11 сентября, когда люди купились на ложь. Это гигантская ложь, колоссальная ложь. И сейчас было то же самое. Сейчас, помните, в Нью-Йорке два молодых оболтуса, фашиста самых настоящих, которые, конечно же, и сами же являются жертвами этой пропаганды, но сами они преступники, бандиты, которые бросили бомбу зажигательную, но она не взорвалась. Вот сейчас в Нью-Йорке это было как раз, когда в Иране вот это движение начиналось. И это то же самое было, как в Бостоне. Понимаете, одна и та же сила на протяжении вот этих 25-26 лет, 25 лет, ведет одну и ту же борьбу. Провокация, теракты, убийства, все взвалить на кого-то другого и потом начать войну, а потом уже как бы в мутной воде ловить свою рыбку. К сожалению, вот в таком мире живем. Эти люди не осуждены, эти люди даже не названы. Пока еще не названы. И они сделают еще много горя и бед. Это 100%. Это 1000000%. Потому что они только этим под это заточены. И они очень сильно боятся, что их разоблачат, и им придется отвечать за то, что будет. А по всей видимости идет большой процесс по разоблачению. Понимаете? Вот так поменять точку зрения в отношении мусульман на один из самых ведущих журналистов и самых известных, самых просматриваемых блогеров, это говорит о том, что это очень все серьезно. Все меняется позиция полностью. И ну дай Бог, чтобы были. И моя задача, чтобы мы все, и христиане, и иудеи, и мусульмане жили в мире. И все другие религии, и атеисты, все жили в мире. Чтобы друг друга не убивали и не призывали к злу, к убийствам и так далее. Так, давайте послушаем, почитаем еще. А китайцы не начинали так? Надеюсь, путинский режим рухнет скоро. Я тоже на это надеюсь, но, по всей видимости, его будут еще какое-то время душить. Слава Украине, героям слава. Лена, героям слава. Даже не надеюсь, что Россия рухнет. Так она уже лежит в своей луже, куда ей рушится, да? После Путина, может, Медведев. Не, Медведев не придет. Медведев такой же соучастник преступлений. Не придет. Медведев вообще никто. Путин тоже не особо кто, но это вообще ноль без палочки. Так. Ширвани в Турции живет сейчас. Ты имеешь в виду Басаева Ширвани? Я знаю, что они погибли все. Я не знаю, в Турции он или нет. Я читал, что Кадыров там что-то сказал, что он в Турции там, и так далее. Я не слышал, что он жив. Россия одержит безоговорочную победу, заявляет Лукас. Конечно, за 3 дня, причем она ее одержит. Конечно, о чем ты говоришь. Так. Иран спасет ислам, говорит.
Иран это фашистский режим. Я к иранцам, к персам с большим уважением отношусь. Но этот режим, который там находится, это фашистский режим. И никакого отношения к исламу не имеет. Это просто ширма для того, чтобы узурпировать и удерживать власть. Вот и все. А где Удуга, говорит, танкер? Ну, вы меня спрашиваете, как будто я владею информацией об этих людях, о которых не владеет, не знаю, только там, российские спецслужбы знают, где Удугов, потому что он все делает для российских спецслужб. Все делает по уничтожению чеченского народа. США будут лютовать без России, говорит. Да, конечно, что вы только не придумаете. Что вы только не придумаете. А кто для тебя величина? Для меня величина ну, если из моих современников брать, то, конечно, это Джохар Дудаев. Правда говоришь, и, конечно же, пророк Ной. Я бы хотел бы с ним пообщаться, да, очень хотел бы. Правду говоришь, мир везде и нет убийству и насилию. Абсолютно, совершенно верно. Некоторые мусульманские страны нельзя въехать туристу со своей Библией. В этих странах уничтожают христиан целыми семьями. Лена Любинска, ну не надо лгать. Где вы видели в мусульманских странах убивают там мусульман, христиан? Я знаю, что фашистская, богоборская, фашистская русня убивает и мусульман, и христиан, и иудеев, и всех людей, и всех других конфессий. Да, это да. А так вы лжете, как обычно. Россия напала на маленькую Украину и опозорилась. Почти 5 лет позора. Уже кремлевский маньяк не говорит, что все идет по плану. Да, Олег, совершенно верно. Только не 5 лет, да, будем точнее, а 12 лет, как они напали. Широкомасштабно 5. Почему ты не на родине, не помогаешь своему народу? Вот именно как раз поэтому я и здесь, чтобы помогать своему народу. Потому что находиться там и помогать, это просто подвергать себя смертельной опасности. Я уже 7,5 лет веду этот стрим, этот канал, и помогаю своему народу как могу. Так. Когда-нибудь расскажут, где похоронили Джохара, или будет тайна навсегда? СС тоже намек, да, что Джохар жив. Я не думаю, что Джохар жив, конечно же. Я так не думаю. Есть даже видео, где Джохар лежит уже мертвый на полу в комнате. Есть это видео. Поэтому вы можете, конечно, думать, бояться, опасаться, но, к сожалению, их уже нет. К сожалению, хотя они нам очень-очень были бы нужны. Так, приезжай на Россию, возроди Ичкерию, только тут лаять можешь, говорит Руслан Умаров. Русик, обязательно нужно приехать в лапы людоедам, чтобы что, доказать вам что? Чтобы что? Я и так, пока мы есть, говорим об этом прямо, открыто, не скрываем своих лиц. Открыто, прямо
общаемся, говорим, разоблачаем фашистскую русню. Мы боремся за свою Ичкерию и возрождаем ее. Нет, он убит. Я имею в виду место, где похоронен. Ну, я не знаю, это надо спросить тех, кто его похоронил и знает, где он похоронен. Я думаю, когда Чеченская Республика Ичкерия деоккупируется, мы, конечно же, обязательно узнаем, где он похоронен. И обязательно будем ходить к нему на могилу. А где флаг Грузии, брат? Да, абсолютно уместный вопрос. Просто слишком много там их будет висеть, я их уже там вешаю. Литовские, польские, все у меня были, каждая страну, которую я уважаю. Просто я сперва их убрал, потом нужно сделать все-таки на фоне я оставил. И, короче, вот так у меня тут получается. Но ты прав, там должен быть висеть грузинский флаг. Алейкум, Адлан. Так, что у нас пишут? ТикТок. Все молчат. Наверное, все из Ичкерии. Да? Хотя есть и не из Ичкерии, видно. Так, я смотрю, все такие оживились, да. Так, Deutsche Welle сообщает. Кремль приказал регионам набрать 409 тысяч контрактников до конца года, пишет Financial Times. Британская газета сообщила об этом со ссылкой на источники. По их данным, для выполнения плана власти усилить давление на местных чиновников, пытаясь при этом избежать объявления новой волны мобилизации. Издание отмечает, что новых контрактников в основном используют не для создания подготовительных резервов, а для восполнения потерь на фронте. По оценкам Financial Times, темпы наступления РФ остаются низкими, несмотря на регулярные попытки увеличить численность войск. По мнению основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина, армии РФ с каждым годом, с каждым месяцем становится все труднее находить желающих отправиться на развязанную Москвой войну. Как пишет издание, для выполнения плана в регионах используют различные методы давления: задержание мужчин на улицах, визиты чиновников, вербовки должников, условно осужденных и недавно мобилизованных срочников. Да, совершенно это Deutsche Welle на русском сообщает.
И знаете, война, конечно, очень-очень странная. Очень-очень странная. Не бьют по местам скопления ФСБ, по террористическим базам ФСБ, не бьют по Путину, по этим террористическим притонам Путина, Патрушева, не бьют по ним. Ну и, соответственно, русские не бьют по Зеленскому, по Ермаку не били. Ну, вот так, короче. Такая была имитация вроде бы удара по ГУР, по Буданову. И все, и там куда-то в воду упало, и все. В другие места попадают, а вот по Буданову чуть не смогли попасть. И вот эта война, знаете, она истощает россиян и истощает украинцев, по факту. И да, это, конечно, за деньги кто идет, им абсолютно нет оправдания никакого, но люди идут и насильно туда ведут людей. Кого-то под угрозами, кого-то там под уголовные дела подгоняют и говорят, ладно, там не будешь, даже не говорят, мы тебя сразу в штурма, и ты проживешь 2 часа. Они говорят, ты там в тылу будешь, сзади, там еду подвозить, там 3-10, а потом бросают на штурмы, давай, иди, занимай там и так далее, и так далее. Поэтому просто идет уничтожение населения. Население уйдет. И сейчас, видимо, пока, вот сейчас говорят, 409 тысяч нужно набрать. Ну, это огромное количество людей, на самом деле, нужно набрать. И потом получается, что фактически скашивается все мужское население на России. И что останутся ФСБ, останутся Росгвардия, вот эти все там какие-то менты останутся, менты почему-то не едут на войну. И в итоге остаток вот этого населения, оно будет покорным, потому что не будет, некому будет бунтовать, и всех, кого они отправляют на фронт, они никому не дадут вернуться оттуда. Абсолютно. Их должны всех утилизировать. Это вот такой вот циничный расчет, потому что они представляют угрозу, понимаете? Они представляют угрозу. Там многие уже поняли, куда они попали, их многих уже нет в живых, но те, кто живы, они уже понимают, что происходит, что их фактически просто используют. Используют для чего-то. Я не могу до конца понять. Не получилось там за 3 дня взять Киев. Ну, отступили бы, сказали бы, ну все, ладно, и так далее. Нет, нужно утилизировать столько людей. Не дадут же победить, особенно сейчас, когда у Украины появились дроны, появились супертехнологии и так далее. Ну, никаких шансов нет победить. Никаких шансов нет победить. Идет разговор о том, что там Трамп то обещал патриоты дать Зеленскому, там, Украине, потом передумал, потом сказали, что пропадут технологии и так далее, и так далее. Тоже как бы имеет место такое опасение, что да, могут реально и украсть могут, потому что в Украине тоже очень много агентуры фашистской и просто коррумпированных людей, которые не за тех, не за этих, а просто если дадут деньги, сделают то, что их попросят. К большому сожалению, такие есть. А может, дали ракеты, а нам сейчас просто запускают такую дезинформацию, чтобы мы подумали, что они не дают. Сейчас вот эти фламинго украинские, они очень мощные ракеты. И объяснение, почему не дают патриоты Украине, то есть ракеты для вот этих установок патриот, это противоракетные, противовоздушные цели уничтожает, что якобы украинцы это сделают дешевле и мощнее, сильнее. Фактически, если вот верить той информации, которая есть в интернете, украинцы уже сделали фламинго, которые мощнее американских томагавк, например. Посмотрим, что из этого получится. Ну, еще вам немножко новости по поводу: шведская полиция задержала 2 россиян с видом на жительство в Испании за угрозу национальной безопасности. Они поставили палатку и пользовались рациями рядом с домом охраняемого лица. Пара утверждает, что отправилась в поход с рыбалкой. Теперь им может грозить депортация в Россию, хотя они открыто выступают против войны. Кстати говоря, таких вот этих хороших русских здесь просто пруд-пруди. Пруд-пруди. Вагон и маленькая тележка этих хороших русских здесь,
которые прикидываются, что они против Украины. Вон Ходорковский сидит, плачет, там крокодилы слезы льет, он за Украину переживает. Он так переживает, что Украина там гибнет и так далее. И ничего, вон ОБСЕ устроили притон для ФСБ, понимаете? Всех ГБшников и вот весь этот притон ФСБшный, он в ПАСЕ собирается. Вот представьте себе, какой-нибудь Бин Ладен или кто там, Аль-Багдади какой-нибудь, открыл бы здесь в Европе сеть каналов, финансировал бы здесь. Вот Ходорковский, самый настоящий там человек, на которого просто печати ставить негде, который там убивал фактически, его начальник охраны, доказанно, сидит пожизненно, Пичугин, за убийство мэра Нефтьюганска, Петухова. Мужа, жену из Тамбова они убили, да, тоже причастность имеется. И там, по всей видимости, там просто шлейф трупов за Ходорковским, за Невзлиным и за, кто там у них, Пичугин, который сидит, да. И вот эти люди здесь спокойно находятся и так далее. Не понимаю, почему это все разрешается. Ну вот, видимо, может коррупция, может еще что-то. И знаете, кстати говоря, очень интересное такое наблюдение было. Помните, когда, я думаю, Путин и Ходорковский, они заодно. Я сейчас объясню свою мысль. Дело в том, что когда Путин пришел к власти, он якобы отжал, да, у Ходорковского бизнес за то, что он не платил налоги. Но по факту и какой-то жертвой сделали из Ходорковского, понимаете, сделали жертву, что вот он там налоги не платит, там 30. А по факту это была такая, на мой взгляд, операция прикрытия. Для того, чтобы не обвинили вот этого Мокрушника именно в убийствах, что в связях со своим начальником охраны. Ну, не может начальник охраны убивать ради себя кого-то, понимаете? Ну, просто не может. Если он не имеет какой-то с этого, какую-то свою пользу от этого, ну, как он будет убивать просто человека, там, мэра Нефтьюганска? Как раз нефть занимается Ходорковский, и начальник охраны убивает. А Невзлин и Ходорковский не знают, оказывается, что их начальник охраны убивает людей. И для того, чтобы увести Ходорковского, это мое мнение, я пришел, анализирую эту ситуацию, потому что на Ходорковском, там, по всей видимости, трупов, там, вагон и маленькая тележка, такой, Чикатило. И, скорее всего, это было сделано для того, чтобы его не обвинять в убийстве, его обвинили там, утрате, скрытии налогов, там, туда-сюда. И этот бизнес, вот этот ЮКОС, передали Путину. Понимаете? И как будто они враги. И сейчас, когда он здесь находится, он судится, там, какие-то 5 или 50, или там сколько-то миллиардов, он отсуживает у Путина. И теперь на законных основаниях вот, Ходорковскому могут переводить деньги и говорить, что вот мы тут арестовали, например, какой-нибудь завод Роснефти или еще чего-нибудь, российское что-нибудь там арестовывается. И это отдайте 5 миллиардов. Все, у Ходорковского появляются деньги. Понимаете, как это делается? То есть Мокрушника обвинили в неуплате налога, а на самом деле как будто он просто поругался с властью и так далее. Такая имитация, потому что в Нефтьюганске, когда убили вот этого мэра, народ вышел. Прямо называть, я видео выкладывал у себя на канале, где прямо женщина стоит и говорит, это Ходорковский, ЮКОС, их компания этим занимается. Прямо имена называют. Прямо на митинге они там стоят и в микрофон кричат об этом. Понимаете? И вот эти фашисты, эти имперские, КГБшные просто прихвостни, мокрушники, у которых руки по локоть в крови, здесь, в Европе, изображают из себя там какую-то оппозицию, они борются там с Путиным там, и так далее. Это все ложь, это обман, это фашисты самые настоящие. И причем, скажем так, не брезгующие убийствами, понимаете? Это очень страшные люди, я скажу, да. Еще с оружием в руках Ходор хотел пойти и убивать чеченцев. Мало ему было Петухова, там, мужа, жену Стамбова, кого они там еще убили. А еще нужно чеченцев убивать. Мало того, что и пока он там финансировал первую войну, убивал чеченцев, потом вторую войну, он уже сидел, по-моему, ну, уже когда началась, уже сидел. Чуть попозже, да, сел, когда уже Путин приходил к власти.
И вот как раз за Петуховой его там поймали, видимо, попались, да, и сели. А Пичугин получил пожизненное. Не просто так, я думаю, с такими деньгами, с такими возможностями. Если там не было бы железобетонных доказательств, а за мэром Нефтеюганска не стояли бы тоже очень мощные силы, то убитым, покойным мэром, то, я думаю, Ходорковский и Пичугин отделались бы легким испугом. Но не шмогла, да, не шмогла. И вот эти ублюдки, по-другому их не назовешь, это фашня самая настоящая, которая утопила чеченский народ в крови, в том числе и российский народ, грабила, убивая всех, кто не давал им продавать. Я полагаю, мэр Нефтеюганска не давал им продавать или где-то украсть, точнее, собственность жителей Нефтеюганска или жителей России. Ну, просто убрали. Ну, ты кто такой? Принципиально попался, видимо. Денег не брал, вот взяли и убили. Вот и все. Вот вся вот эта. Вот кто здесь? Их в ОБСЕ приглашают вот этих мокрушников. Все КГБшники, поголовно, почти все, да, может, за всех я там не знаю, ну, почти все КГБшники, и все, и вот и вся эта Европа, вот и все это ПАСЕ. Вот понимаете, это я здесь к живущим россиянам обращаюсь, к русским обращаюсь в первую очередь, которые на самом деле оппозиция, которые на самом деле демократы, они такие симулякры, которые льют крокодиловые слезы, да. Вот такие вот это, да. Так, Леон, давайте почитаем опять ваши комментарии. Вернемся к вашим комментариям, друзья. Знаете, что самое интересное? Когда вы о чем-то говорите, здесь ТикТок, о чем вы говорите, он сразу формулирует при помощи искусственного интеллекта, формулирует о том, вот анализирует историю убийств мэров и связи Ходорковского. Делитесь своим мнением. Вот искусственный интеллект, ТикТок такую информацию дает для зрителей. И это очень интересно. Они все, что мы говорим, уже сейчас превращается в текст. Раньше просто можно было говорить и не было текста. А теперь есть полностью текст, и уже можно делать анализ всего что говорят. Да. Так, давайте почитаем. Так. Да тебя тоже все используют, ты думаешь, ты сам себе хозяин. Люди, не слушайте его. Это агент Моссада, говорит. Ну, мною пытаются помогать, пользоваться и так далее. Как только я узнаю, что человек не искренен, я его оставляю там, где он находится. Понимаете? И мною можно, меня обмануть можно, где-то манипулировать мной можно, правда, воздействовать на меня. Но по факту не купить, не запугать нельзя. Обмануть, да, можно разочек, уже несколько раз меня обманывали. Ну, до поры до времени, пока я не узнаю. Как только узнаю, ну, все, на этом все заканчивается. И да, я сам себе хозяин. На этой земле нет ничего и никого, кто может быть надо мной, кроме Всевышнего. Так, ставим лайки, напоминает Эслана. Мы
мы защищаемся и любим свою землю, с нами Бог. Да, абсолютно точно. И это не какие-то там высокопарные слова, какая-то там натяжка или аллегория. Нет, это 100% так. На самом деле 100% на стороне Украины Бог. И даже эти технологии, которые появились, которые сегодня дают украинцам возможность беречь своих людей, уничтожать оккупанта, это тоже божественная воля, божественная сила, которую Бог показывает сегодня, дает нам всем показывает и дает вот эту власть, силу украинцам. Слава Украине и Ичкерии. Так, Аслан Арцуй настоящий чеченец и патриот своей страны ЧРИ, говорит FG. Баркалон FG, дерез хуйлон. Спасибо большое за поддержку Украины. Слава Украине, Аслана, слава Украине. Любой адекватный, любой здравомыслящий человек, маломальски, который за справедливость, он не может не быть за Украину. Приветствую чат. Салам алейкум, салам, позитрон. Приветствую тебя. Так, ну, вынужден прочитать твой комментарий, FG, будешь ждать. Аслан Арцуев открыл многим людям глаза, и много чеченцев благодарны Аслану за правду, говорит FG. Тебе от меня лайк, говорит FG. Спасибо, и тебе лайк, FG. Да. Извиняюсь за то, что прочитал этот комментарий, да, о себе. Так. Путин придерживается теории Макиавелли 16 века «Держите народ голодным и бедным. У истощенных тел нет сил на бунт». Ну да, ну не Путин, давайте чуть-чуть точнее выражаться, а ФСБ. Террористическое учреждение ФСБ. А расскажите, как война началась между Россией и Грузией, между Украиной и Россией, между Ичкерией и Россией. Почему везде Россия воюет на чужой территории? Вопрошает FG. Скоро будет кибервойна. Кибервойна уже давно идет. Украина признала Ичкерию и признала Ичкерию оккупированной. И геноцид чеченцев. Да, совершенно верно, FG. Чеченская республика Ичкерия будет свободной. Да, Алмула. А Кадырову лицо сказать или издалека? Не понял. Кадыров следующий царь России. Да, кстати говоря, FG, это очень хорошая идея. Русские любят, когда над ними издеваются, когда их бьют, пытают, унижают. Ну, любят они. Вот такая вот у них натура. Вот их сейчас отправляют на войну, ну просто так утилизируют. Братьями называют украинцев, обратите. А там огромное количество русских на той стороне воюет, тоже гибнет, кстати, от их бомб, от их там и воюющих, и гражданских, и так далее. Божественное. Шалом алейхим. Спасибо большое. И в этой ситуации, они довольны Путиным. Не все, конечно, мы знаем, что не все, но довольны. Да. И для них идеально подойдет вот Кадыров, мне кажется, царь России. Ну, вообще-то я хотел быть царем России, но ради такого дела, Кадыров на год старше меня, уступаю ему место, пусть будет он царем России. Ладно уж, да, уговорили-то. Уступлю, я за власть не борюсь. Да. Ну, пусть русские сами решат, между мной и Кадыровым. Пусть давайте голосование в следующем стриме проведем. Кого русские хотят меня своим царем видеть. Мы же все равно демократы, поэтому мы должны согласиться, Кадырова или меня.
Давайте, короче, выбирать, кто будет царем России. Договорились? Вы уже можете начать, россияне. Только принимают участие россияне в этом голосовании, друзья. А то потом скажут, что там подтасовки были и так далее. Кадыров царь России, а его дети губернаторы. Отличная идея, Джи. Отличная просто идея. Короче, мне ты не даешь никаких шансов. Ну ладно. Давай оставим Кадырова тогда. Кадыров царь России. Я думаю, они как Сталина его боготворили бы. Я думаю, они бы, ну, любят они Кавказ. У них, знаете, у них скрытая такая зависть к мужественности, к силе чеченцев, кавказцев. Из-за этого они нас любят и ненавидят одновременно. Ну, а если станет Кадыров или я царем России, то да, тогда придется им нас любить делать. Так, столица мира, приветствую. Асан, ты не садист, ты не сможешь управлять им, а Кадыров сможет. Но я-то наоборот демократию дал бы, свободу дал бы, образование повысил бы. Много чего сделал бы. Аслана на московицкий престол. Я знаю, что вы, все мои сторонники наши, мои единомышленники, вы бы не против. А надо, чтобы россияне, мы же демократию хотим. Так что придется делать. Даже? А? Сейчас, секунду. Ну да. Так, что нам тут? Так, я. Что у нас случилось? Вон с Россией туда. Так, давайте.
Так, слева. Так. Так, не могу найти. Если бы он в России был, то мы бы уже давно с братьями-чеченцами с ним познакомились, говорит. Чаки. Знаешь, насколько ничтожен ты, насколько ты ничтожен. Вы оккупировали нашу страну, убили столько у нас людей, и вы запугиваете нас, вот вы морально, понимаете, что вы находитесь ниже нас, понимаешь? Вы пугаете нас Кадыровыми, чеченцами там и так далее. Но вы же захватили страну, вы же великие, вы же сильные, вы же... Почему же у вас нет какого-то витязя русского, которым вы нас пугали бы? Почему вы на Кадырова ссылаетесь постоянно? И какие-то вы, ну, про тебя я говорю, да, какой-то ты холоп ты какой-то. Я так понимаю, у нас сегодня троллятина не очень грубая. Обычно не заходят. Кстати говоря, знаешь, холоп, как тебя там? Чаки. Холоп Чаки. Знаешь, на самом деле, если если реально рассуждать, я забочусь о россиянах, которых убивают сейчас и которые сейчас нищают. А ты пребываешь в пропаганде, либо ты в доле, либо ты просто идиот, или враг ты вот этих простых людей. И служишь просто этой гибне, там, Путину и вот этим всем. По факту так получается. Вы напали несправедливо, в свои дома взорвав. Представь себе, ну, мы часто говорим про дома, потому что это такой самый такой громкий, известный был, и тогда Патрушев и его ФСБшники были задержаны. А по факту метро, автобусы, троллейбусы, что только вы не взрывали, ваше ФСБ, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев, чтобы напасть нас и убивать, просто захватить нашу землю. То же самое вы делаете в отношении Украины. Вот за что вы нападаете? Братьями их называете. Ну, смотрите, как они сражаются против вас. Ну, уже можно же понять, что ну, явно не хотят люди с вами жить. Оставили бы их. Нет, вы просто фашисты. Знаешь, когда-то, когда немцы стали нацистами, им оболванили их пропагандой, что они там великие, что они там арийцы, там, и так далее, что они избраны с голубой кровью, там, какие-то супер избранные, там, и так далее. В итоге это очень плохо для них закончилось. Фашизм, ксенофобия, высокомерие, садизм. Ну,
и у вас это очень плохо заканчивается. И сейчас вместо того, чтобы осознать, если бы ты был бы за русских, как ты тут, например, вроде бы тут зашел и меня обвиняешь сейчас какой-то противник. Я не противник русских, этнических русских, я противник имперских русских. И если бы ты был бы на самом деле за свою Россию, за свой русский народ, даже имперский русский народ, ты бы посмотрел бы на Кремль, ты посмотрел бы на ФСБ. И тогда бы ты сделал бы вывод и сказал бы: нет, нас натравливают на украинцев, нас заставляют убивать чеченцев, потому что вот в этом Кремле нужно еще один золотой унитаз поставить. Нужно, чтобы они жили, их дети, правнуки на 1000 лет были обеспеченными. А ты живешь в нищете, где-то в коммуналке, где-то в общаге живешь, которого гоняют, да, или как в хрущевке живешь. И мечтаешь там в кредит взять квартиру, понимаешь, и машину. Вот и весь твой предел мечтаний. Где-то с пацанами пиво попить и купить в хрущевке какую-нибудь квартиру подешевле. Понимаешь, вот твой предел мечтаний. А ваша страна, имея колоссальные ресурсы, могла быть богаче Саудовской Аравии. Понимаешь, вся таблица Менделеева у России есть. И лес, и газы, территории, и земли, и воды, и, ну, все есть. Просто не умеете жить. Вы потому что богоборцы, вы против Бога. Если у вас проблемы с чеченцами, с чеченским народом, свободным, который борется, у вас, значит, проблемы с Богом. Понимаешь? Потому что вы со свободой боретесь. Сейчас вы боретесь с украинцами, вы боретесь с Богом. Понимаешь? Вы боретесь с людьми, которые хотят жить свободно, сами выбирать свою судьбу. То есть вы хотите их сделать такими же рабами, как вы сами. Чтобы на новые имперские войны, как сейчас вы чеченцев, вы сейчас Ичкерию, чеченский народ, загнали в такое средневековье, в котором вам привычно. Вы там привыкшие так жить. А чеченцы не привыкли и не будут так жить. Но находятся в тяжелейшем состоянии, когда вы забираете всех на войну. Сперва вы исламистами, террористами обзывали, убивали людей. Потом начали на войну отправлять их тоже под разными предлогами. Обманом, запугиванием там, и так далее. И вот вы, вот абсолютное, беспримесное зло. Просто чистое зло. Понимаешь? И если бы ты был бы за русский народ, за нормально русских, то есть за русских, которые должны жить, созидать, обеспечивать своих детей, кушать, учиться, радоваться жизни, любить. Вот если бы ты был бы за русских, ты был бы против Кремля, ты был бы против ФСБ. Понимаешь? А ты зашел и мне гадости пишешь. Понимаешь? Ты либо умственно немножко неполноценный, либо просто ты кусок вот этой субстанции, да, и все, которую покупают за 2 копейки. Слава Украине, слава свободной от Раши Ичкерии. Героям слава, Алена, героям слава. Ну, конечно, мы сами себя взрывали, какие-то факты есть. Конечно, есть, в огромном количестве фактов есть. Если бы этих фактов не было, наверное, люди не писали бы книги, не снимали фильмы, не рассказывали бы. Наверное, если бы не было бы фактов, рязанская милиция и ФСБ рязанская не возбудила бы дело по факту, по статье терроризм, да, когда в Рязани были заложены взрывчатка, бомба в подвале на улице Новоселова. Когда Алексей Картофельников возвращался домой и увидел, как заносят двое мужчин и женщина мешки в подвал. Затем, когда они уехали, спустился. Один, кстати говоря, очень похож на Бородая, другой на Гиркина. Понимаешь? Который также разжигал войну. Этот Гиркин разжигал войну против чеченцев, а это в этом нас обвинили. А потом обвинили в этом. Это всем известные факты. Знаешь, я бы мог бы поверить, что ты этого не знаешь, если бы все русские об этом, я не знал бы, что они об этом знают. Понимаешь? Все русские об этом знают. С кем я говорил, они об этом знают. Есть такой Пивоваров такой,
И он снял про эти взрывы домов фильм. Так вот, я не помню, миллионы там у него просмотров было, и десятки, по-моему, или есть не больше, тысяч комментариев. И там все русские, все пишут, что они все знали. И ужасаются этого всего. Поэтому говорить вещи, что нет фактов, ну, сразу видно, что ты просто кусок вот этой той самой субстанции, да, понимаешь? Ты враг русских, понимаешь? Враг человечества ты. Ты просто зло. Ты тот инструмент, который позволяет вот этому злу творить дальше это зло. Понимаешь? Так. Валит, я тебя могу послать за русским кораблем. Хорошо? Так. Ты не был достоин слишком многого моего внимания, Чаки, да, поэтому тебе бан. Так. Так, друзья, ну я, наверное, закончу свой стрим сегодня на этом. 1,5 часа мы не добили, но я закончу. Ну, перед тем, как закончить свой стрим, я хочу вас познакомить кое с кем. Ауна, Миша. Ауна. Вот я вас с ним хочу вас познакомить. Чуажа летит. Чуажа? Давай, да. А? Бойзионыш. А? И, короче говоря, волка приобрел. И этот волк, короче говоря, да, еле, да. Ладно, друзья, всего самого хорошего. Вам он передает большой пламенный привет, Дион. Давай, Тишми. Спасибо, что смотрите, друзья. Спасибо, что поддерживаете. И как обычно, слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оэль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Завтра я постараюсь, еще точно не знаю, выйти в эфир с Аядом и Дигом. В субботу мы пропустили. Я думаю, завтра мы, наверное, сможем провести стрим. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль Маш Оэль.